На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Разговор получился неформальным. Пресс-завтрак министра иностранных дел Абхазии Инала Арзанба с абхазскими журналистками. Без женщин немыслимо сохранение домашнего очага, воспитание детей и благополучие в семье. Владимир Ануа поздравил женщин Министерства обороны с Международным женским днем. Арест подсудимых продлен еще на 3 месяца. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной состоялось в СГБ. Начнем с официальной хроники. Президент Аслан Бжания провел еженедельное рабочее совещание с руководством правительства и парламента. Обсуждались темы актуальной повестки, в их числе вопросы согласования межправительственных соглашений, энергообеспечения Абхазии, инфраструктурного кредита, эксплуатации линии Ачгуара и законопроекта о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. В ходе встречи вице-премьер-министр экономики Кристина Азган отчиталась о поездке в Москву по вопросам межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии и по соглашению об инвестпроекте по аэропорту имени Владислава Арзанба. Министр также рассказала о ходе подготовки данных соглашений, подчеркнув, что подготовка вышла на финальное согласование в правительстве Российской Федерации. Согласно соглашению, Республика Абхазия остается собственником объектов инфраструктуры аэропорта. На совещании также обсуждался законопроект о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов, для которого была подготовлена сопроводительная документация для последующего внесения в Народное собрание парламент республики. Кроме того, согласно представленной министром экономики информации, в настоящее время линия Ачгуара отремонтирована и готова к тестовым запускам без монтажа грозозащитного троса. Установка грозозащитного троса, как сообщалось ранее, может происходить параллельно с эксплуатацией высоковольтной линии. Несмотря на осуществление основного объема работ, проведение тестового испытания высоковольтной линии под рабочей нагрузкой в настоящее время невозможно. Возможность подачи рабочей нагрузки на линию электропередач появится после окончания перетока электроэнергии из Российской Федерации. Указом президента Абхазии Аслана Бжания от 7 марта в соответствии с пунктом 16 статьи 53 Конституции Республики, статьей 24 Закона Республики об управлении в административно-территориальных единицах и по согласованию с собранием Гулрыбского района Харазия Саид Геннадьевич назначен главой администрации Гулрыбского района. Саид Харазия – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, депутат парламента 5 и 6 созывов. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об утверждении Алеко Гварами в должности ректора Абхазского государственного университета. 22 февраля Гварами был единогласно переизбран расширенным составом ученого совета АГУ ректором на 5 лет. Без женщин немыслимо сохранение домашнего очага, воспитание детей и благополучие в семье. Конец цитаты. Министр обороны Владимир Ануа поздравил женщин Главного оборонного ведомства с Международным женским днем. В ходе торжественного собрания ряд сотрудниц также были награждены медалями. Обо всем по порядку. Анастасия Никонова. Товарищ министр обороны, указанная категория военнослужащих и гражданского персонала Министерства обороны, приглашенные в честь празднования Международного женского дня 8 марта, собраны. Временно исполняющий должность заместитель министра обороны полковник Бжания. Ежегодно в канун Международного женского дня руководство и личный состав Главного оборонного ведомства страны поздравляет представительниц прекрасного пола, работающих в министерстве. Обращаясь к собравшимся, министр Владимир Ануа отметил, этот весенний праздник – еще один прекрасный повод выразить женщинам глубокое уважение и искреннюю признательность. Ну, ажлар зеги ширдруй, пшарги убасала яхдруй, абсазара анцы, алям шнух анхот агвана гарахамов, агвана гараген сюда хлопшат, губзира шимазат, аман шалара шимазат, хоть козмош, хоть кой шелешей гмхат, юзерала украла, гар гана халом абсазара жихак залаги. Еще мазат агашебзе, еще мазат агубзера, еще мазат крышукса
Бас шкутагана, шкубзена, шунхапи, шунтурпекша, и бешрада, зелепсала. Без женщин немыслимо сохранение домашнего очага, воспитание детей и благополучие в семье, отметил в поздравительном адресе Владимир Ануа. Самоотверженности и таланту женщин во многом обязана наша Родина своими достижениями, победами. Нет такой области экономики, науки, культуры и общественной деятельности, в которой бы они не внесли свою лепту. Особые слова благодарности женщине, которые на своих плечах вынесли все тяготы войны. Мы гордимся тем, что трудные для Родины времена вы становились в общий строй с отцами, мужьями, братьями, сыновьями, чтобы героически защитить свою Родину, свою страну, ее свободу и независимость. Вы выстояли в суровое время, самоотверженно трудились в тылу, мужественно переносили испытания. Примите от нас низкий поклон. Доброго здоровья вам, счастья и согласия в семье, успешной реализации жизненных планов. Праздником вас, дорогие женщины! Далее, согласно приказу министра обороны, медалью за безупречную службу первой степени была награждена майор Анна Шакрыл. Медалью за поддержание мира в Абхазии наградили Наиру Тарба, Хатуну Харибава, Мадину Тбар. Медалью 30 лет Министерству обороны Абхазии награждены Гита Джинджолия, Нина Квикискири, Мзия Цурцумия, Хамида Харибава, Мактина Ванача, Илона Карамахмедуглы и Ольга Белоусова. Медалью 25 лет Министерства обороны Абхазии награждены Мзия Габуния, Марина Щербакова, Нина Соколова, Анаида Дабащан, Варик Касумян, а также Наталья Ткачева и Наталья Семенова. После официальной части собрания началась праздничная, которую открыл военный духовой оркестр Министерства обороны Абхазии. Анастасия Никонова и Нала Гухава. Абазатовая. В преддверии Международного женского дня министр иностранных дел Инал Ардзинба встретился с абхазскими журналистками на пресс-завтраке, чтобы поздравить прекрасную половину журналистского сообщества, а также в неформальной обстановке обсудить самые разные вопросы. Марьяна Котова побывала на пресс-завтраке и расскажет подробности. Министр иностранных дел лично встретил каждого журналиста, всем вручил цветы и поприветствовал. Но такой теплый неформальный прием все равно не уберег его от каверзных вопросов. Хотя начался пресс-завтрак с милых вопросов о распорядке Дня министра. Как выяснилось, Инал Ардзинба утром делает зарядку и читает китайских философов. Где-то, наверное, в 7 утра я встаю, может быть, даже раньше. Делаю физические упражнения. Потом обязательно что-то читаю, не связанное с политикой. Я очень люблю читать китайскую философию, я читаю практически каждый день. Это очень так одухотворяет, отвлекает и помогает, мне кажется, сконцентрироваться. Моя любимая книга — это, наверное, Дао. Дао — это Лао Цзы, очень сильное произведение, я вот его как раз очень часто читаю. Инал Ардзинба признался, что прожил большую часть сознательной жизни в Москве, и ритм жизни российской столицы ему намного ближе. Но, по словам министра, в Абхазии он видит больше простор для деятельности. Наверное, больше мотивации у меня здесь что-то изменить в лучшую сторону, потому что Россия большая, там много людей, а у нас очень много проблем и много чего нужно поменять. Всем понятно, что наша страна нуждается, конечно, в серьезном изменении, в прогрессе, в реформах.
Несмотря на неформальный формат встречи, журналистов все же больше интересуют политические темы, а особенно будущее переговорного процесса. По словам Ардзенба, женевские дискуссии давно себя изжили и не могут считаться переговорами на нейтральной стороне. Кроме эффективности переговорной, то есть неспособности, невозможности достижения компромисса с грузинами на данном этапе, мы понимаем, что это очень сложно. Но помимо этого существуют организационно-технические вопросы организации этой переговорной площадки. Значит, Женева не является нейтральным местом, и мы не можем его считать нейтральным местом. Местом, где обеспечиваются равные права для всех участников переговорного процесса. Этого, к сожалению, нет. Поэтому мы в обсуждении с нашими российскими коллегами, с белорусскими коллегами, мы размышляли на эту тему. Мы считаем, что все-таки было бы правильно с точки зрения защиты национальных интересов Республики Абхазия, было бы правильно найти другие локации. Нейтральной площадкой Инал Ардзенба считает Минск, хотя, как сам и признается, он почти уверен в том, что не все стороны переговорного процесса согласятся встречаться в Беларуси. Пока в таком, можно сказать, телефонном режиме, но постепенно мы должны выкристаллизовывать какую-то правильную концепцию. Повторюсь, мы хотим, чтобы нас уважали, мы хотим, чтобы наше мнение слышали. И те шаги, которые мы предприняли, они способствуют постепенно тому, чтобы сопредседатели не манипулировали нами. Но представьте, вот люди 4 или 5 раз переносят дискуссии, не согласованно с нами, меняют повестку, меняют какие-то тезисы, субстантивную часть переговоров. Затем они нам звонят и говорят: а мы хотели бы к вам приехать, чтобы пообщаться. У меня как бы логический вопрос: а что вы хотите со мной здесь обсуждать у нас на родине? Вы давайте согласуем позиции наши по международной составляющей. Вот, поэтому наши меры, они достаточно такие жесткие, но они оправданы и аргументированы тем, как они себя ведут по отношению к нам. На вопрос журналистов, можно ли считать Минск нейтральной площадкой, учитывая, что Беларусь – член союзного государства с Россией, а по версии Грузии и западных стран мы – оккупированная Россией территория. И будет ли Абхазия представлена как самостоятельный, полноценный член переговорного процесса? Инал Ардзенба ответил, что в Минске шансов защитить свои интересы будет больше. И для наших интересов для их продвижения более эффективного Минск является более эффективной площадкой. Как вы правильно заметили, Минск находится в союзнических отношениях с Российской Федерацией. Мы находимся в союзнических отношениях с Российской Федерацией тоже. И у нас на самом деле очень добрые дружеские связи с белорусами. И нам, конечно, было бы выгоднее находиться в Минске. Западные руководители дипломатических ведомств, руководители даже спецслужб приезжают в Минск и ведут переговоры с Александром Григорьевичем. Это, на мой взгляд, показатель того, что Минск может стать вот именно тем местом, где мы нащупаем этот баланс. Не факт, что мы его нащупаем, но, на мой взгляд, такая инициатива, она абсолютно уместна, и она соответствует национальным интересам нашего государства. Но в настоящий момент, кроме разговоров о намерении организовать Минский переговорный механизм, ничего нет. И на повестке женевские дискуссии и подготовка к ним. А на фоне этого борьба с антироссийскими настроениями. По словам Ардзенба, в Абхазии они есть. В основном в Гальском районе и Инстаграме. Если мы возьмем Галский район нашего государства и изучим то, что там происходит, то мы поймем, что антироссийские настроения в нашей стране безусловно есть. Безусловно есть. Если мы изучим определенные сегменты социальных сетей, вот наши коллеги здесь присутствующие, вот Миланы, 2 очаровательные Миланы, они изучали определенные сегменты работы Инстаграма, и там обнаружено такое количество заявлений разных от нашей молодежи, скажем, может быть, там 16-15 лет, может быть, даже еще моложе. И там разного рода информация, такая, несколько, я бы сказал, по отношению к Российской Федерации, не самая объективная. Я думаю, что после, скажем, рассмотрения вопроса по Пицунде могло сформироваться у наших некоторых молодых людей представление какое-то неправильное, например, по Российской Федерации. Там же есть движение Гарах Пицунда, и там вот некоторые ребята, мне кажется, с ними надо пообщаться. Вот. Чтобы была объективность в восприятии Российской Федерации. Все-таки
Российская Федерация оказывает нам огромную поддержку, и писать какие-то комментарии, там, что там была граница закрыта, или что-то там неправильно работает, или еще что-то. Много вопросов к каналу Ардзинба было и в связи с увольнением Татьяны Гули из посольства Абхазии в России. По словам министра, ситуация не совсем такая, как ее преподнесла ветеран дипломатической службы. Мы предложили Татьяне Георгиевне заниматься культурным направлением в посольстве. Она на это согласилась. Вот. Мною подписана благодарность министра, которая лежит у меня в кабинете. Вот. И, наверное, через 1,5 месяца Татьяна Георгиевна достаточно удивительным образом, честно говоря, для нас опубликовала такой текст. Мы, честно говоря, несколько были удивлены все. Вот. Но наше предложение остается в силе. Мы с полным пониманием к ее заслугам предложили заниматься направлением культуры с точки зрения информации, информационных технологий. Это то направление, которым занималась Татьяна Георгиевна. Все-таки там нужны серьезные изменения. Как утверждает министр иностранных дел, в посольстве должны работать энергичные, образованные и квалифицированные люди. Их работа должна приносить ощутимый эффект. Они обязательно должны владеть иностранными языками. Мы уже разработали законопроект о дипломатической службе. Он согласуется с ведомствами в кабинете министров, будет направлен в порядке законодательной инициативы президента в парламент в ближайшее время. Там заложены механизмы ротации. Например, посол не может занимать должность свою более 10 лет. Каждый сотрудник посольства будет сдавать нам ежеквартальные отчеты. В конце года мы смотрим на эффективность его работы, и уже мы сами можем либо продлевать ему контракт, либо не продлевать. Но на главу посольства, по словам министра, требования, которые предъявляются к сотрудникам ведомства, могут и не распространяться. Посла назначает президент, исходя из своих соображений. Что касается руководства, руководящего состава, конечно, здесь задает и принимает решение глава государства. Глава государства подписал указ о назначении... конечно, что есть согласован, он не должен со мной, он меня проинформировал. Журналистам удалось обсудить много достаточно щекотливых тем, и разговор действительно получился неформальным. Причем неформальным настолько, что часть обсуждаемого, как выражаются на телевидении, было не для камеры. Но главное, что разошлись участники пресс-завтрака с хорошим настроением и желанием встречаться с министром чаще. Марьяна Котова, Сосрык Вагухава, Абаза ТВ. Женевские дискуссии – это единственный формат, где у Абхазии есть представительство в международном масштабе. Как рассказал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в эфире «Соловьев Лайв», республика надеется на достижение главного результата – подписание соглашения с Грузией о неприменении силы. Действительно, мы участвуем, имеем представительство в международных женевских дискуссиях. Это пока что единственный международный формат, где Республика Абхазия имеет представительство. В этом формате мы выступаем единой командой с Российской Федерацией, с Республикой Южная Осетия, координируем наши действия. К огромному сожалению, на данный момент в связи с международной геополитической ситуацией у нас, конечно, происходит стагнация на площадке женевских дискуссий, но тем не менее мы надеемся на то, что у нас получится добиться главного результата на площадке этих дискуссий. Грузинскому руководству хватает благоразумия пока этого не делать, сказал министр иностранных дел Абхазии, отвечая на вопрос журналиста Владимира Соловьева о вероятности того, что Грузию подтолкнут развязать войну с Абхазией. Очень активно американцы и разные другие граждане пытаются подтолкнуть страны, окружающие Россию, к открытию второго фронта. Грузию прям вовсю в это тянут. Какова вероятность, что, учитывая геополитику и проведение специальной военной операции на территории Украины, что заставит Грузию развязать опять войну против Абхазии? Вы знаете, мы оперативно осуществляем мониторинг этой ситуации. Действительно, прежде всего, американцы, соответствующие американские структуры, расквартированные в Тбилиси. Это и, естественно, американское посольство, это и организация USAID, которая занимается разрушительной деятельностью на постсоветском пространстве. Они, безусловно, ежедневно занимаются лоббированием указанной вами тематики. Благоразумия хватает грузинскому руководству этого не делать, однако мы понимаем, что это зависит от внутриполитической ситуации в Грузии.
потому что в Грузии может что-то измениться, и если, не приведи Господь, к власти придут радикалы, конечно, возможны разные варианты развития событий. Мы надеемся на спокойное, взаимоуважительное развитие, на нормальный диалог в будущем, на признание нашего суверенитета, и исходим из того, что так оно и будет, и как раз то, с чего мы начинали, женевские дискуссии, как раз призваны для того, чтобы ситуацию стабилизировать и обеспечить безопасность в нашем регионе. В Москве состоялась встреча советника-посланника посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Дмитрия Кетти и заместителя руководителя генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Дениса Девяткина. Обсуждалось участие Абхазии в международном бизнес-форуме «Бизнес-диалог на евразийском пространстве», который будет проходить во второй половине марта в Индии, в городе Дели. В преддверии Международного женского дня глава администрации Сухума Беслан Эшба поздравил матерей, павших в Отечественной войне, и женщин-руководителей управлений. Смотрите материал пресс-службы администрации. В просторном фойе администрации столицы глава города Беслан Эшба радушно встречал и поздравлял с наступающим весенним праздником женскую часть коллектива, женщин-руководителей, а также приглашенных матерей погибших в Отечественной войне. В преддверии праздника 8 марта разрешите мне от имени администрации, от себя лично поздравить вас с наступающим праздником, женским днем 8 марта. От души, от чистого сердца хочу вам пожелать счастья, здоровья, успехов, чтобы вы беспокоились только по хорошим событиям. К теплым словам и пожеланиям мэра присоединились его заместители, которые подметили, что, несмотря на ненастную погоду накануне, сегодня с утра ярко светит солнце, словно и сама природа поздравляет женскую половину Сухума с весенним праздником. Женская половина нашего коллектива, от всей души вам желаем хорошего настроения побольше, чтобы самые сложные проблемы были это организация каких-то светлых, ярких, позитивных событий в вашей жизни, чтобы всегда были рядом надежные люди, родные, близкие, и вам ни за кого не приходилось переживать. Будьте все здоровы, с наступающим вас праздником. Желаю, чтобы ваша жизнь была же такой же светлой, солнечной, как этот прекрасный весенний день. Пусть вам сопутствует удача и успех с 8 марта. Огромные букеты тюльпанов самых разных оттенков, подарочные сертификаты на приобретение авторских аксессуаров абхазского бренда стали изысканным подарком для всех присутствующих женщин. агесанацәа зегьы шәыдысныҳәалоит, аҳәса зегьы шәыдысныҳәалоит, агәыбзиара, агәамч, аҳәоу еиқәшара зегьы раԥхьа инаргыланы, аҭаацәа инадыркны, аҳәынҭқарра аиҳабыра рҿынӡа зегьы аҳәоу еиқәыршәаны, ҳазегьы ҳаӡәыкны ҳҟало Аԥсны абри иагаз ахақәиҭра убри наӡаӡахеит, шаҟа иԥшӡоузеи, шаҟа ихааузи ҳауаа ҳаҷасы шәыҟанцәа иҟаиҵаа. Легко быть красивой и счастливой, когда рядом такие мужчины. Спасибо вам большое за внимание, и за сотрудничество, и за ваше руководство, за вашу поддержку. Будьте счастливы, а мы всегда будем рядом. В завершении встречи женщины поблагодарили главу администрации Сухума за традиционное поздравление и высказали пожелание встречаться ежегодно в таком же составе. Амра Амичба, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Во знаменование праздника весны лирические стихи абхазских поэтов в исполнении актеров Абхазского драматического театра вы можете увидеть на нашем канале сегодня и в Международный женский день 8 марта. Также в течение всего дня в среду на Абаза ТВ смотрите праздничные концерты и передачи. Информация правоохранителей. Следственное управление Генеральной прокуратуры завершило процессуальную проверку по факту нарушений требований действующего законодательства со стороны должностных лиц при подготовке и подписании соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта Пицунда на территории Республики Абхазия и порядке его использования. Как выяснилось, в ходе проверки координатные точки фактического адреса госдачи Пицунда не соответствуют географическим координатам
координатам, указанным в приложении к соглашению. Ответственным госорганом выступает Госкомитет по управлению государственным имуществом и приватизации. Кроме того, с нарушением требований законодательства было дано положительное заключение Госуправлением по землепользованию и кадастру. Уголовное дело по факту нарушения не возбуждено, так как соглашение не вступило в силу. В связи с нарушениями, допущенными в деятельности Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации и Госуправления по землепользованию и кадастру, Генеральная прокуратура направила в адрес Кабинета министров представление для их устранения. Арест подсудимых продлен еще на 3 месяца. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019-го состоялось в СГБ. Коллегия судей Верховного суда не усмотрела оснований для смены меры пресечения. Подробности у Надежды Боровиковой. Свидетели Офлян и Зухбе, заявленные стороной защиты в ходе предыдущего заседания суда по делу о тройном убийстве на набережной, не явились. Джема Офлян по телефону сообщила о плохом самочувствии, но медицинские справки не представила. Заседание началось с ходатайства гособвинителей о продлении меры пресечения для подсудимых. В соответствии со статьей 109 УПК РА мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для ее избрания, предусмотрены статьями 97 и 99 настоящего кодекса. В настоящее время основания, учтенные при избрании меры пресечения в соответствии со статьей 97 и 99 УПК РА, не изменились и не отпали. Стороной защиты в ходе судебного следствия не предоставлено в суд доказательств невозможности продления ранее избранной меры пресечения или мотивов для ее изменения. Считаем невозможным на данной стадии уголовного судопроизводства отмену или изменение меры пресечения в отношении подсудимых на более мягкую, в связи с тем, что все подсудимые обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Вину в инкриминированных преступлениях не признают. В ходе предварительного следствия подсудимые Бганба и Чкадо длительное время скрывались от следствия и находились в розыске. В случае изменения меры пресечения существует огромная доля вероятности того, что подсудимые, имеющие гражданство Российской Федерации, скроются от избежания возможного наказания в случае вынесения обвинительного приговора, который будет связан только с реальным отбытием наказания. Так как при признании виновным в совершении особо тяжкого преступления условное осуждение, штрафные санкции не предусмотрены санкциями инкриминируемых статей. На основании изложенного руководства статьей 255 УПК РА прошу продлить срок содержания под стражей подсудимым Чкадо Эрику Юрьевичу, Гамба Беслану Тотовичу, Блаба Аслану Дауровичу, Ахала Дато и Демуру Ривазовичу со дня рассмотрения настоящего ходатайства на 3 месяца, то есть до 7 июня 2023 года включительно. Заместитель генерального прокурора Руслан Тыркба и адвокат потерпевших Инга Габилая поддержали ходатайство. Адвокаты подсудимых Тимур Топагуа и Сергей Чакрян выступили против. За отмену ареста также высказался подсудимый Аслан Блабба. С данным ходатайством не соглашусь. Ваша честь, прошу с учетом того, что на сегодняшний день все свидетели обвинения допрошены, практически и свидетели защиты, практически все допрошены. Поэтому, Ваша честь, я считаю, что на сегодняшний день в случае изменения моему подзащитному ранее избранной меры пресечения заключения под стражу на любую иную, он по первому требованию следственных органов и суда в данном случае будет являться. Также хочу обратить ваше внимание, что с момента возбуждения данного уголовного дела и задержания моего подзащитного прошло достаточно длительное время. В случае ощущения своей вины или причастности у него было много возможностей, чтобы скрыться или каким-то образом помешать ходу следствия, однако он таких действий не предпринимал. Поэтому это дает мне основание полагать, что в случае изменения ему меры пресечения с его стороны никаких нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства не будет. Что касается насчет моего подзащитного Эрика Юрьевича, никаких доказательств, что он пытался каким-либо образом повлиять на каких-либо свидетелей, тоже не представлено. Предположение гособвинения, поэтому считаю, что можно изменить в отношении моего подзащитного меру пресечения на любую другую. Ваша честь, уже больше 3 лет они это повторяют одно и то же. Никакого отношения к этому делу не имею. И насчет тонировки, там помимо Ауди, я уверен, что ничего там не тонировалось. Показания Чувара ничего не значит, он путается. Суд удалился в совещательную комнату. Спустя час решение было вынесено. Ходатайство Генпрокуратуры удовлетворили. Они обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, за которые в случае доказанности их вины могут быть назначены наказания в виде лишения свободы свыше 10 лет или более строгое наказание. Состояние здоровья подсудимых не препятствует их содержанию под стражей. Судебное разбирательство по уголовному делу находится в стадии судебного следствия, в связи с чем продление срока
срока содержания под стражей подсудимым обусловлено необходимостью обеспечения условий для дальнейшего объективного судебного разбирательства. Судебная коллегия отмечает, что основания, явившиеся поводом для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подсудимых Чкаду, Абганба, Блаба, Ахалая Дату, Демура Ривазовича и продлению срока содержания их под стражей не отпали и не изменились. Судебная коллегия считает ходатайство государственного обвинителя Амичба обоснованным и подлежащим удовлетворению, а доводы защиты несостоятельными и не считает возможным отменить или изменить избранную меру пресечения на более мягкую в отношении подсудимых Чкаду, Абганба, Блаба, Ахалая Демура Дату Ривазовича. Судья Верховного суда Генри Гамисония спросил сторону защиты, заинтересованы ли они в повторном вызове свидетелей Офлян и Зухба, которые были заявлены ранее. Мнения адвокатов разошлись. По поводу не явившихся свидетелей мы хотим, заявить суду, что мы не настаиваем на их вызов, потому что здесь сомнения появились у стороны обвинения, они устанавливали, когда велась запись, а у нас, у защиты нет никаких сомнений, что тонирование автомашины происходило 19 ноября, в связи с чем мы не настаиваем на их вызов, это на усмотрение суда. В отношении Офлян мы поддерживаем то ходатайство, которое было заявлено раньше нашим коллегой. Оно обсуждалось, и мы хотели бы все-таки повторить ее вызов. А в отношении свидетеля Зухба? Зухба нет. Отзывается. Да. Данное свидетель. Ходатайство адвоката Скнарина удовлетворили. Свидетель Джема Офлян будет повторно приглашена в суд. Следующее заседание состоится 14 марта. Надежда Боровикова, Саид Абухава, Абаза ТВ. Женщины в искусстве. История и современность. Экспозиция под таким названием открылась в Большом зале ЦВЗ и будет работать до 16 марта. Это выставка художниц, которая представит произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетители могут увидеть работы второй половины 20 века и наших современниц. Рада сегодня открыть первую весеннюю выставку. И выставка сегодня совершенно особенная. Она дает нам возможность увидеть 45 работ, созданных, начиная с второй половины 20 века до наших дней. И все эти работы объединяет одно. Они созданы женщинами-художницами. Вообще эта тема очень интересная и вызывает очень много разных предположений, суждений, потому что очень долгое время, за редким исключением, женщины вдохновляли великих художников на создание шедевров мировой художественной культуры. Но 20 век и век 21 подарил, могу конкретно сказать, абхазскому изобразительному искусству имена женщин, которые сегодня уже неразрывно связаны с нашей историей. Это Марина Ешева, первый абхазский скульптор женщина, Варвара Буднова, Ольга Френдель, Валентина Куркумал, непревзойденный график Зоя Ачича и наши современницы, которые сегодня здесь приняли участие в этой выставке, они также представляют очень большой интерес. Роль женщин в искусстве менялась на протяжении веков. И на протяжении всей истории человечества представительницы прекрасного пола создавали предметное искусство, однако они зачастую были второстепенными. И только лишь к концу 19-го, началу 20 века, наряду с политической, правовой, экономической эмансипацией начинается, если можно так выразиться, процесс культурной эмансипации женщин. И положение женщин в последние 1,5 столетия становится значительно ярче. И сегодня, как мне кажется, мы наблюдаем революцию в мире искусства, да и не только в мире искусства, вообще, в принципе, во всех сферах жизнедеятельности, потому что женщины заявляют о себе громче, о своих правах, возможностях, способностях, и, на мой взгляд, это справедливо. И мы решили поддержать эту революцию и организовали выставку, где представлены работы художниц Абхазии разных эпох.
Особо хотелось бы отметить участниц выставки, присутствующих в зале. Огромное вам спасибо за ваш труд, плоды которого, я думаю, не оставят равнодушных посетителей этой выставки. Хотелось бы поздравить всех женщин от лица правительства Москвы, от себя лично с наступающим праздником и пожелать вам крепкого здоровья, счастья, мира, любви и добра. С праздником, дорогие. Репортаж с открытия выставки «Женщины в искусстве. История и современность» смотрите в нашем эфире в среду, 8 марта. Театр начинается с бокала красного сухого. Оргкомитет второго национального конкурса абхазских вин имени Николая Ачба провел презентацию «Культурное вино». Она состоялась на показе спектакля «Софичка» в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера. Слово Элеоноре Гилаян. Театр начинается с бокала красного вина. На дегустацию вин победителей прошлогоднего конкурса национальных вин оказались приглашены все зрители «Софички» в Росдраме вечером 6 марта. Эта дегустация – напоминание о тесной связи культуры и виноделия. Сегодня мы находимся на презентации проекта «Культурное вино», которое проходит в рамках мероприятия второго национального конкурса абхазских вин имени Николая Батовича Ачба. Сегодня у гостей спектакля будет возможность продегустировать вина-призеры первого национального конкурса абхазских вин, а именно 3 вида. Это те вина, которые заняли, соответственно, 1, 2, 3 место на конкурсе. Вино Сергея Гатлия, Анна Лашта, вино Нукзара Нуревича Ашуба и вино молодого абхазского винодела Адамура Ахба из села Калдахвара Гудаутского района. Для чего вообще мы это придумали? Ну, естественно, это промо-ивент для того, чтобы напомнить людям еще раз о том, что у нас проходит конкурс. И если вы винодел или просто крестьянин, который делает хорошее вино, и у вас в погребе есть что-то интересное, то мы призываем вас подать заявку, потому что еще неделю в конкурсе открытые заявки для того, чтобы принять участие в конкурсе. Уже через месяц будет выбран лучший винодел Абхазии 2023 года. Кроме того, мы хотели бы организовать конкурс среди абхазских художников, уже и матерых, и начинающих, для того, чтобы выбрать лучшую работу и разместить ее на этикетке вин победителей. Да? Это не какая-то новая идея, мы не изобретали велосипед, она уже, наверное, около 100 лет практикуется на Западе и в Европе. Ее основоположником является барон Филипп Ротшильд, да, когда он впервые в 1924 году разместил картину знаменитого художника на этикетке своего вина. Но мы хотели бы сделать так, чтобы и таким образом создать коллаборацию, да, между художниками Абхазии, между искусством абхазским и абхазским виноделием. Потому что очень часто люди говорят, что и виноделие, и искусство всегда уже много столетий идут рука об руку. И мы вот таким мероприятием, как сегодня, хотим просто еще раз доказать людям, что это действительно так. И виноделие – это тоже искусство. Зрители имели возможность продегустировать напитки победителя и призеров национального конкурса вин Абхазии в номинации «Лучшее абхазское красное вино». Абхазское вино, в том числе и культурное наследие, достояние, уверен директор Росдрама Ираклий Хинпа. День рождения Фазиля Искандера, и мы всегда придумываем вместе с нашими друзьями что-то интересное к этому дню. Вот на этот раз нам предложили, мне кажется, очень красивую такую историю, сделать в фойе дегустацию вин победителей конкурса. Мне кажется, что очень важно, чтобы зрители, которые приходят в театр, имели возможность не только посмотреть прекрасный спектакль, сегодня это «Софичка» по Фазилю Искандеру, но и увидеть, как развивается виноделие в Абхазии, попробовать лучшие абхазские вина, новые сорта вин, которые еще не были заявлены на рынке. Да? И сегодня у нас много гостей из Российской Федерации, много гостей Абхазии. Я думаю, что для них это будет, конечно, большим событием. Потому что это тоже своего рода наш национальный колорит. Вот сегодня спектакль, он насыщен абхазским колоритом. Здесь дегустация абхазских вин. И вообще, мне кажется, это прекрасный проект, потому что этот конкурс, потому что действительно вино – это стратегический ресурс Абхазии.
И очень важно, что есть возможность вот на конкурсной основе выявлять наиболее талантливых, интересных производителей вин в Абхазии, новых производителей, о которых мы еще не знаем. Сергей Гадля занимается виноделием уже 15 лет. Винодел говорит, что у него маленькая семейная винодельня. В прошлом году друзья сами записали Сергея в участники конкурса национальных вин. Писали, вообще никогда не пытались куда-то показывать свои успехи, думали, что не так все у нас здорово, как оказалось, да, но это, наверное, часть удачи, часть просто той души, которая вложена в каждую бутылку. Ну вот, да, я до сих пор, да, нахожусь, я не знаю, в каком невероятной благодарности и организаторам конкурса, и вообще всем, кто имел к этому отношение. Ну, наверное, началась абсолютно другая жизнь. Сейчас я живу только этим, только тем, как сделать вино еще лучше, и победить и в следующем конкурсе, улучшить. И вот, год прошедший, да, конечно, год прошедший после конкурса, я занимаюсь только этим, вообще ничем. Благо, времени очень много свободного, и занимаюсь только сейчас производством новых, наверное, еще лучше вин, чем было раньше. По словам организаторов национального конкурса вин, жителей и гостей Абхазии впереди ждут еще интересные культурные дегустации. Элеонора Гилаян, Саид Агухава, Абаза ТВ. Спорт. Боксер Харитон Агарба победил действующего чемпиона Южной Африки Длома Принца в 11-м поединке в своей профессиональной карьере. Харитон Агарба провел 11 встреч на профринге, во всех одержал победы, 7 раз досрочно. Он профессиональный спортсмен, мастер спорта международного класса из Абхазии, выступает на турнирах под флагом России на профессиональном ринге с 2019 года. 9-летний Нестор Цушба стал серебряным призером турнира российского теннисного тура категории 3Б в Москве. Нестор выступал в возрастной категории до 13 лет, тренирует спортсмена директор Республиканской теннисной школы Абхазии, мастер спорта по теннису Елизавета Куце. Сборная команда нашей республики по тайскому боксу заняла 3-е общекомандное место в краевых соревнованиях Кубок Черного моря в Сочи. В турнире принимали участие более 300 спортсменов в 4 возрастных категориях. Турнир собрал 16 команд из 8 регионов России, а также Казахстана и Абхазии. В состав сборной команды Абхазии вошли 35 спортсменов из Сухума, Гудауты, Гала и Цандрепша. По итогам турнира абхазские спортсмены завоевали 15 медалей различного достоинства. Сейчас о погоде. В среду в Абхазии переменная облачность, днем без осадков, атмосферное давление повышенное, температура воздуха днем от 9 до 14 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом пока все. Следите за развитием событий на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.